Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Чем судьба порадует, чем удивит до конца этого месяца. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и так и спросите, чем судьба порадует, удивит до конца месяца. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками, пусть откроет то, что сейчас скрыто, и услышать, узнать. Итак, что же у вас по судьбе до конца месяца? Что ждет? Что будет удивлять? Что будет радовать? Радовать вас в первую очередь будут хорошие сообщения, хорошие новости, хорошая информация, разговоры с близкими, родными людьми, с хорошими, добрыми друзьями. Будет общение. Общения будет много. У вас тут как входящее общение, так и исходящее. То есть и вас будут вспоминать к вам, а люди будут обращаться, звонить, писать, встречаться, так и вы будете общаться с теми, кто вам важен, кто вам нужен. Так, по поводу отношений. Здесь у меня два человечка начинают строительство. Строительство – это не значит, что вы будете вместе что-то строить. Это значит, что вы будете плотно заниматься своими отношениями, своим бытом, то есть совместно, кто в паре, кто в браке. Пожалуйста, прекрасное время на то, чтобы объединяться, убрать все вот эти колючки, которые между вами были, и заняться конкретными делами. Все то, что касается ваших отношений и вашего благополучия. Но вас что-то будет объединять. Причем, вот знаете, как вижу, что мужчина начинает. Мужчина начинает, женщина подтягивается. Возможно, мужчина действительно начнет делать первые конкретные шаги вот именно в вашем гнезде, да, наводить порядок, пытаться к вам проявиться, что-то вот поменять в ваших отношениях. Хорошее время. Время, когда можно все пересмотреть, какие-то обидки забыть, простить, ну и построить действительно конкретные грандиозные планы на будущее, совместное будущее. Кстати, у вас на двоих выходит вилка. Видите, вот такая вилка выходит. Один зубчик у нас какой-то такой слабенький, ну такой, знаете, типа возможное. А вот два зубика достаточно серьезные. Это говорит о том, что наметится какой-то вот прям прогресс в решении каких-то общих задач, будь то материальное благополучие, будь то желание что-то вот переехать, уехать, купить, глобальное что-то купить. Вы будете как никогда сильны вдвоем. То есть отступит, вот обиды отступят, какие-то, может быть, нервные состояния, все это отступит. Два человечка объединяются для того, чтобы жить, да, хотела сказать выживать, но нет, жить. Жить хорошо, и вот вдвоем направленно смотрите на будущее. Особенно в последнюю неделю вы будете невероятно близки. И вот прям мысли будут вот один в один у вас сходиться. Это замечательное состояние. Вообще это идеальное состояние для любящих людей, для пары. И неважно, сколько вы вместе неделю, либо вы прожили уже 30 лет. Вот так, мои милые. Так, у кого есть неприятности, либо это соперники, конкуренты, в принципе, недоброжелатели, да, какие-то не очень порядочные люди по отношению к вам. Если у вас неприятности, если они вас досаждают, если они являются вашей какой-то постоянной головной болью, то здесь я вижу, что здесь путь перебит этим соперником. Причем перебьет какой-то маленький человек. Я не могу понять, кто это. Маленькие люди. Но обычно это может быть случайность. Это могут быть дети, например, дети ваших соперников. Да, что-то будет происходить. Рухнут планы у ваших соперников, у ваших врагов. Вот просто одномоментно. Из-за либо какой-то ситуации их не личной, либо из-за их детей. Что-то вот отвлечет. У вас появится прекрасный шанс просто всех обойти, причем несколько раз.
Воспользуйтесь этой возможностью. Если вы видите, что ваш соперник, конкурент где-то там копается в своих личных вопросах, делах, не ждите. Не ждите, пока он справится со своей задачей. Начинайте действовать активно и вот прям постарайтесь как можно дальше отойти, либо набрать обороты за это время. Так, если речь идет о треугольниках, то тут, скорее всего, ну вот у вашей соперницы, например, да, что-то вот именно либо женским здоровьем произойдет. Ну, все мы женщины понимаем, что может быть. Либо действительно, если у нее есть ребенок, вот прям не до любви будет, да, уйдет туда в свои дела. Так, если это, например, женщина, ваша свекровь, так часто бывает, что свекрови выступают очень серьезными соперницами, то там может быть ее там другой ребенок, да, либо тоже женское здоровье. То есть она немножечко, знаете, как ослабит хватку, и у вас будет возможность оторваться, либо вот выбиться на какую-то высоту, недосягаемую для этого человека. Так, если речь касается конкуренции на работе, то здесь маленький человечек отыграется как вам возможность. То есть вам будет поручено какое-то незначительное дело. Ну, сущая ерунда, мелочь. Вы с этим делом очень успешно справитесь. И вот именно этот результат, он станет топовым. Вот прям все прям на вас обратят внимание, все будут говорить про вас, какой вы замечательный профессиональный сотрудник. Ну и понятно, что ваши соперники там будут заднего пасти и уже ничего с этим поделать не смогут. Возможно, даже вот откажется этот ваш соперник, либо конкурент откажется, а вы возьметесь и сделаете прям так, конфетку сделаете. И все. Вот одним маленьким делом, одной маленькой ситуацией все разрешится. Поистине будет радостно для вас, особенно вот что касается работы. Дальше, мои хорошие. Здесь интересный момент связан с поездкой. Поездка либо отменяется, либо откладывается на определенное время. Неопределенное, вернее, время. Почему откладывается? Ну, там какая-то халатность со стороны людей. Виноваты в этой ситуации люди. Люди, возможно, вам незнакомые, возможно, там те, кто продают билеты, те, кто там управляют поездами, не знаю. То есть из-за людей, скорее всего, поездка отложится. Для вас эта поездка вот для кого-то прям жизненно необходима. Да, так иногда бывает. Вы, главное, не переживайте, себя не накручивайте ни на что плохое. А знайте, что все с вами будет замечательно. Просто не время вам ехать, либо ситуация неблагоприятная. Но опять же таки причина — это человеческий фактор, чтобы вы знали для себя. Так, здесь у меня выходят уши. По ушам, ну, что-то важное узнаете, какие-то тайные секреты узнаете. Также не исключена ситуация, что вот найдется такой человечек, который любит поговорить, присядет вам на ухо и там нон-стопом, да, расскажет всю историю своей жизни. Но для вас это все-таки в правой стороне идет, это позитивно для вас идет. Что-то вы все-таки такое необычненькое услышите, либо получите информацию, которую в будущем сможете использовать для себя. Понимаете, как вот толчок может быть какой-то, информационный толчок. Может быть, действительно, ну, например, вы хотели что-то приобрести, думали, сомневались, а встретили человека, у которого такая вещь уже есть. Он вам все рассказал, как это работает, как это применяется, как с этим замечательно, легко и просто там справляться. И вы для себя, тогда пойду и куплю, да, сомнения отпали. То есть достаточно познавательно. То, что по времени много займет и придется, конечно, потом уши долго промывать, это да. Вот. Но то, что это будет полезно, да, это будет очень полезно для вас. Не отказывайтесь от таких разговоров. Так, выходит собственный дом. В собственном доме у вас как-то энергетика начинает меняться, у вас над домом радуга получается. Ну, радуга — это обычно про любовь и про радость. Когда в доме хорошо, светло, тепло, и люди улыбаются, дом наполнен любовью, конечно, над ним будет радуга. Вот и у вас ближе вот тоже к самому концу месяца, да, последняя неделька, может быть, там последние 4-3 дня, вот будет такое состояние в вашем доме. Либо в вашем доме, либо вы будете
как спокойно, может быть, за какое-то свое имущество, за свой дом, либо там, дачу свою. Может быть, погода какая-то плохая, либо, не дай бог, да, какие-то вот происходили катаклизмы, а у вас где-то там домик, да, дачный, который вы очень любите, и вы переживать будете, вы будете думать: боже, а вдруг там что-то случится с моим домиком, там ветер крышу снесет, там, или еще что-то плохое случится. Вот, и как раз последние деньки месяца вы узнаете, что все замечательно. Ваш домик целенький, ничего плохого не случилось. Ну, вот такое состояние благости и радости. У других же отыграется, что в вашем доме, где вы проживаете, будет именно такое состояние. Чем вызвано это состояние? Но причины могут быть разными. Но мне вообще, вот, знаете, как похоже, что все вместе, вот прям все вместе, все, кто любит, кто заботится, кто сопереживает, кто доверяет, вот люди вместе собрались, и им очень хорошо. То есть как-то, знаете, как отступит мгла, отступит вот эта темнота, отступит от вашего порога. Вот такое замечательное благостное состояние идет. Я аж прям заговариваюсь, простите, пожалуйста. Так, здесь у меня человек с луком. С луком, но лук какой-то, знаете, полупогнутый. Несостоявшаяся битва. Несостоявшаяся. Возможно, вы готовитесь к какому-то событию, где вам стоит себя очень ярко показать. То есть покачать свои права, сразиться, да, с какими-нибудь не совсем порядочными людьми. То есть вы переживаете внутренне, получится, не получится. Я скажу вам такую вещь. Большая радость идет от того, что эта битва не состоится, а удивлением будет то, что вы окажетесь в победителях. Чего касается этой ситуации, я тоже не могу сказать. У меня общий рисунок, и вы все разные. Я даже пример не могу придумать, если честно. Но в любом случае я вижу, что у вас именно идет победа. Победа без битвы. Да, вот как-то так. Интересная ситуация. То есть вроде как лук есть, но он наполовину, видите, ровный, а с другой стороны выгнутый. А вы пытаетесь эту стрелу пускать, но нет. Вы ее не пустите, эта битва не состоится. Но при этом вы в короне, то есть вы победитель. Ну так вот, интересно, это очень интересно. Так, идем дальше. Здесь очень интересное предложение, вот только не пойму, то ли это касается вашего здоровья, то ли это касается ваших каких-то внешних проявлений, да, вашей внешности. Что-то вам будут предлагать. Может быть, курс какой-то, там, лечение, там, обследование, может быть. Возможно, пройти там, процедуры, да, для красоты, либо подстричь как-то волосы, необычно покраситься. Вот что-то будет вам человек предлагать. Причем действительно будет очень выгодное предложение, но вы будете смущаться. Либо вы этого никогда раньше не делали, либо, ну вот как-то, может, вам средств не хватает. И вы вот дилемма, да? Соглашаться, не соглашаться. Однозначно соглашайтесь. Вам это пойдет на пользу, понимаете? Если это будет касаться обследования, лечения, ну, вообще идеально. Если это будет касаться вашей внешности, очень идеально пойдет. То есть это важно. Важно для вас. И вот результат, тот результат, который вы получите, ну, он действительно вас удивит. Удивит вот в высшей степени. Да? Вот человек посидит и подумает: а почему я раньше этого никогда не делал, да, не делала? Это же ведь так просто, да, не так дорого. И вот такой прекрасный результат. То есть, да, да, будет очень неплохо. Так, идем дальше. Здесь какой-то контакт у вас намечается, контакт, но человечек себя не показал. Здесь идут линии, ну, линии обычно обозначают либо интернет, либо телефон. Вот с кем-то вы начнете контактировать. Но человек не спешит показывать свое лицо, это меня немножечко смущает. И есть подозрение, что этот человек уже вам знаком. Возможно, какой-то бывший, возможно, человек не желает получить там прямой отказ, да, пытается зайти вот именно с такой теневой стороны. Общение будет приятным, общение будет, ну, таким, знаете, вот прям будете ждать, когда там еще напишет, либо человек позвонит вам. Но
вот удивлению предела не будет, потому что этого человека точно знаете. А может быть, даже отыграется, что этот человек там жил с вами в соседнем доме, и там все детство вы с ним вместе как-то провели, вы этого человека знаете. Либо у вас какие-то общие корни найдутся, общие знакомые. То есть интересная будет ситуация. Не считайте, что это знак судьбы. Вот сразу хочу предупредить, не надо. Вот многие любят там видеть знаки. Знаки судьбы, во-первых, не так проявляются, а во-вторых, этот человек не несет какую-то смысловую нагрузку в вашу жизнь, кроме как ну, вот развлекательный характер. Да, вот эти вот разговоры, они имеют развлекательный характер. Если это ваш бывший, ну, скорее всего, вы откажетесь. Да, там, несмотря на вот эту его хитрость, на эту его уловку, когда вы поймете, что это он, вы, скорее всего, скажете: нет, мы уже это проходили, пожалуйста, не надо. Спасибо, но нет. Да, запросто. Вот. Человек вас как будто бы ну, отвлечет, развлечет, не знаю, ну, пообщайтесь миленько, но так, чтобы серьезных планов не стройте на этого человека. Там путь закрыт. Путь закрыт, плюс еще могу сказать по этому человеку, вот у него выходит козел. Ну, наверное, он не совсем хороший человек, да, может быть, по характеру противный, поэтому я перспектив тут не вижу. Но то, что вас что-то с этим человеком связывает, и вы будете крайне этому удивляться, это есть. Так. Здесь какая-то идет интересная трансформация. Трансформация вас. Вот у вас есть какой-то страх, либо какое-то очень глубокое переживание. Но оно живет в сердце, да, живет в сердце, периодически там входит в фазу обострения, вы его там придушиваете, где-то там подальше запихиваете, там подальше в душу и дальше живете. Но это беспокойство, оно вас не покидает. То есть постоянное вот напряжение, как, знаете, наэлектризованный предмет. Это как свитер, да? Вот все знают, особенно из синтетики, свитера, они электризуются и вот прям как стреляют. Вроде как красивая вещь, милая, а подходишь к ней, она начинает стреляться, биться током. Вот и у вас такое состояние. Я вижу, что к концу месяца, вот как месяц будет сходить на нет, ваше состояние, оно тоже будет, ну, вы будете чувствовать облегчение, вы будете уходить от воспоминаний, либо вы будете легче воспринимать ту ситуацию, либо события, которые с вами произошли. То есть к новому полнолунию вы выйдете именно уже человеком пролечившимся, да, вот как отболело. Вы сами себе будете удивляться, как вы приняли эту ситуацию, либо смирились с этой ситуацией. Вот вы будете воспоминаниями вызывать то ощущение, а оно не придет. То есть тревога уйдет, уже больше никогда не вернется. То есть трансформация произойдет в том, что вы научитесь справляться с какими-то стрессовыми ситуациями. То есть для себя поймете, что я могу сама себе излечить душу, я могу избавиться от страха, я могу избавиться от какой-то больки. И это будет, пожалуй, самое, ну, просто мега удивление, вот, которое ждет вас до конца месяца. Трансформация. Вы как переродитесь. Вот посмотришь, а мне уже не больно, а я уже ничего не чувствую, а я уже отпустила. И знаете, что интересно? Появится желание. А желание очень простое — жить. Хочу жить. Хочу идти вперед. Вот как никогда захочется жить. Захочется, может быть, праздников каких-то, не знаю, побаловать себя, что-то вот для себя сделать. Ни в коем случае не отказывайтесь в этом, не отказывайте себе. Делайте. Хоть маленький, но подарочек себе сделайте. Это может быть что угодно. Если на диете, там, купите тортик, скушайте его. Если вы там какую-то аскезу держите, да бог с ней, с этой аскезой, побалуйте себя. Это очень важно будет. Вот закрепить, да, ты молодец, ты поработала, ты отпустила, справилась с этой болью, а вот теперь, пожалуйста, тебе награда. Так, и еще по поводу подарков. Вот у кого-то из девочек будет подарок от мужчины. Хочу сразу сказать, это не то, чего вы там ждете, о чем 1000 раз сказали, о чем 1000 раз попросили. Пока нет, пока это не этот подарок, но тоже будет приятно. Знаете, как-то проявит он инициативу, что-то вот прям придумает, чем вас удивить, чем вас порадовать. У вас это идет в венце, ну вот прям как важно, очень важно.
Удивления, возможно, не будет, а вот радость от того, что мужчина наконец-таки, да, хоть что-то начинает делать, как-то вот подарки, да, там дарить и внимание оказывать, это да, это будет обязательно. Мои хорошие, вот кому-то еще вот напоследок хочу сказать, это не для всех, это ну, вот прям точечно, скорее всего, пойдет. Кому-то суждено какое-то свое желание, вот в частности, личной жизни, да, осуществить. Вот здесь у меня 2 птички вместе летят. Может быть, это будет какая-то совместная поездка. Вы давно хотели, вы давно мечтали, и вы вместе поедете, уедете, не знаю, что-то новенькое увидите. Но, опять же, это не для всех, это будет очень мило, но как-то по времени, ну, там, день-два, не больше. Ну, как, вы знаете, как 2 птички летят в мечту. Вот и у вас такое будет состояние. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.